Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем мужчину, который ворвался с ножом в магазин бытовой химии. Напал на покупателя вот здесь, вот тут в тамбуре, и начал ему угрожать. Что ему было нужно и какую роль в истории сыграла сковорода. Расскажем, как мужчину ранили в живот и руку за просьбу убавить музыку. Жить будет. Живот порезан и рука очень сильно. Подозреваемого задержали, раненого госпитализировали. А также водитель и пассажир Нивы сбежали с места аварии. У машины вырезано стекло и сломан замок зажигания. И спор о правоте. Иди домой, зачем ты тут, бла-бла-бла. Рено Сандеро и Шевроле Камаро не поделили перекресток улиц Островского и Астрономическая. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый мужчина с ножом ворвался в магазин бытовой химии на улице профессора Камая в Казани. Агрессивный посетитель бегал за покупателями, круша все на своем пути. К слову, нож он купил в этом же самом магазине несколько часов назад. Чего хотел, кто его остановил и какую роль во всей этой истории сыграла сковорода, расскажет Юлия Гоголева. Он уверял, ни в чем не виноват, ничего из магазина не крал и даже не думал, покупки оплачивал. Девушка, я за все заплатил, вообще за все. Сотрудники магазина подтвердили, мужчина ничего не крал. Материального ущерба, по сути, никакого не нанес, только моральный. Даже нож, с которым он пришел в супермаркет, купил там же несколькими часами ранее. Он сегодня днем приходил, нож купил. У вас? Да, у нас в магазине. А второй раз еще пришел, еще выпил. И вот уже это... И с этим ножом тут И ходил? с этим же ножом ходил, да. И еще хотел нож купить, ему девчонки не продали. Рассказывает, он зашел очень агрессивный. Ничего не изменилось и после задержания. Он вообще очень агрессивный. Посмотрите, он как себя ведет. Я думаю, он где-то здесь неподалеку живет. Свою агрессию 44-летний мужчина стал выплескивать сразу же на входе в магазин. Мишенью стал мужчина, также входивший в торговый зал. Установлено, что при входе в магазин двое мужчин столкнулись плечами. Между ними возник конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников конфликта попытался нанести удар ножом второму. Напал на покупателя вот здесь, вот тут в тамбуре, и начал ему угрожать. В итоге покупатель в целях самообороны стукнул по голове. Успокоить агрессивного мужчину покупатель пытался тем, что было под рукой. Удар сковородой был сильным и точным, пришелся точно по голове. Отсюда и кровь, но нападавшего это не сломило ни морально, ни физически. Кидался на покупателя и выражался. А днем заходил, нормально был? Пьяный уже был, подвыпивший был. То есть уже какие-то у него с утра, наверное, днем он уже напился. Задержали его подоспевшие сотрудники правоохранительных органов. И мужчина признался, выпил. Но не пить просто не может, здоровье не позволяет. Если это преступление, за то, что ты пьяный, он скажет, да, это преступление. Но у меня печень болит, я не могу держать ничего, пока не выпью. Мужчину госпитализировали для осмотра и обработки раны от сковороды. Впоследствии его доставили в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, «Вызов-112». 2 ножевых ранения в руку и живот получил отец 3 детей в одном из домов на улице Наиля Юсупова, который пошел к соседям, чтобы попросить их убавить музыку. Дискотека среди ночи мешала детям спать. Мужчина спустился этажом ниже. Квартиру там снимает супружеская пара и их 20-летний сын. На шум оттуда жители подъезда жалуются регулярно. Вызывали полицию, пытались говорить с соседями и сами. Очередная попытка напомнить об элементарных вещах переросла в поножовщину. Жить будет. Живот порезан и рука очень сильно. Супруга раненого мужчины рассказывает, все началось из-за музыки. Соседи прямо под ними любят ее слушать очень громко, не обращая внимания на время. Конфликты на этой почве были не раз. Вызывали и полицию, пытались договориться сами. Жилье там снимают, и мнение соседей-арендаторов, видимо, не особо беспокоит. Там снимают муж, жена и молодой сын. Постоянно пьянки, постоянно он пьяный. Трезвый вообще не видели. Музыка была раньше постоянно, пока мы вот с его отцом более-менее не наладили общий язык. Тогда он
сыну писал или просил, он управлял. И в тихий час постоянно, и ночью постоянно музыка, и постоянно басы. Этим вечером на СМС-ку никто не отреагировал, и глава семейства пошел к соседям снизу попросить выключить музыку. Была полночь, и трое его детей из-за шума не могли уснуть. Дверь не открывали, в итоге потом хотел уйти, и он его догнал на общем балконе и порезал. Кричал, бил. Раненый мужчина побежал домой и попросил вызвать скорую помощь. Нападавшего прибывшие на место стражи порядка задержали дома. Нож нашли у входа в подъезд. По всей видимости, он его выкинул прямо с балкона. На него написали сразу 2 заявления о привлечении к административной ответственности за нарушение тишины и уголовной за попытку убийства. Пока ему вменяется хулиганство. Как квалифицировать нападение, будет ясно после результатов экспертизы тяжести нанесенных им ножевых ранений. Рамиль Галюлин, Константин Бушуев. Вызов 112. Нива и Лада Гранта столкнулись вечером на перекрестке улицы Подромная и Агрономическая. Легковушка по главной съезжала на Ипподромную с проспекта Универсиады. Водитель Нивы должен был уступить ей дорогу, но этого не сделал. Сразу после столкновения с внедорожника убежали 4 человека, 3 мужчин и женщина. Водитель Лады запомнила мужчину, который им управлял. Заднее стекло автомобиля было вырезано, нож лежал тут же, замок зажигания сломан, провода соединены напрямую. Были все признаки угона. Кто владелец автомобиля, выяснили по номерам, но связаться с хозяином внедорожника не удалось. Заявление об угоне машины до этого времени не поступало. В данный момент выясняются все обстоятельства. Полицейские выясняют, кто сидел за рулем Нивы. Рено Сандеро и Шевроле Камаро столкнулись вечером на перекрестке улиц Островского и Астрономическая в Казани. Удар был не очень сильный, люди не пострадали, но ремонт Шевроле будет затратным. Сразу после столкновения водители не сошлись во взглядах на произошедшее. Они считали виновными друг друга. Очевидцы не понимали, зачем владелец Камаро снимает с автомобиля номера. Рено не виноват. Авария произошла на глазах сразу нескольких очевидцев. Видеокамеры на ближайших домах есть, но в их обзор перекресток не попадает. Поэтому неравнодушные прохожие решили остаться и дождаться сотрудников ГИБДД, чтобы рассказать все, как было. Боялись, что ответственность, в том числе и материальная, может лечь на плечи невиновного, по их мнению, человека. Я хозяин Камаро машины. Ладно? Это как папа. Окей? Как папа. Другая машина, хозяин как папа. Я могу купить машину, я могу дать 1 000 000 рублей. Ладно? Ладно, ты иди домой. Зачем ты тут, бла-бла-бла. Очевидцы после аварии удивились, зачем водитель «Шевроле» снимает и прячет номера своего автомобиля, о чем ему и сказали. Такой вопрос владельцу Камаро не понравился, и спор, чье это дело, стал довольно эмоциональным. Что хочешь ты? Я как свидетель. Иди домой ты. Я не пойду. Зачем? Домой. Я уважаю, он такой папа. Я уважаю. Ты знаешь, что я? Я 7 лет я в Казани. Я помогал без дни дом. 7 лет. Ребенок без мамы, без папа. Денег нормально. Денег. Как здорово, нормально, это нормально. Бога хочешь такая. Здорово, нормально. Машина. Зачем ты говоришь бла-бла, хочешь Я даю показания, то, что я видел. Мужчина видел, как «Шевроле Камаро» и «Рено Сандеро» ехали по улице Астрономической в сторону Булака. На перекрестке с Островского водитель «Шевроле» повернул направо, а затем, проехав пару метров, резко развернулся в противоположную сторону. Рено ни в чем не виновата. Виновата там машина. Потому что она вообще резкий такой маневр совершила здесь. То есть она сначала поворачивала вот на эту улицу, а потом решила вдруг резко развернуться, дала по газам и поехала. И, конечно, для водителя, который ехал прямо, для него это была полная неожиданность. Эту точку зрения водитель «Шевроле» не разделял. Он рассказал, что налево не поворачивал, просто объехал встречный автомобиль, который, поворачивая налево, немного перекрыл полосу. Мужчину поддержали его пассажиры. Он тут поворачивал так, а дедушка был сзади нам. И удар у нас был сзади. Все равно где-то он будет виноват. Я не знаю, это мое мнение. Водитель же «Рено» уверял, встречных машин не было. К тому же все маневры водитель «Шевроле» совершал резко и без сигналов поворота. Ну, ехали, мы прямо едем, домой с дачи, с ребенком сзади. Перед нами машина, она повернула направо, мы продолжаем ехать правильно, так ведь, прямо. А она вдруг сделала зигзаг, и получился, естественно, Нет, вот тут все видно, как он поворачивал налево из поворота. Тут камера все есть, тут камера показывает. Вскоре накал эмоций стих, и участники происшествия разошлись по своим автомобилям дожидаться сотрудников автоинспекции, которые и должны определить, кто из водителей нарушил правила дорожного движения. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.